Ярко-желтую пряность в Индии считают золотом, сброшенным для людей с небес. И тем не менее, в ряде стран, прежде всего в США, проводится целая кампания против использования куркумы в лечебных целях. И если Национальный центр комплементарного здоровья США просто заявил, что противовоспалительные свойства куркумы изучены недостаточно, потратив на это $150 миллионов, то профессор-биохимик из онкоцентра имени Андерсона Бхарат Бхушан Агарвал вовсе лишился кафедры, поскольку его исследования куркумы были признаны антинаучными. В 1997 году был аннулирован патент медцентру университета Миссисипи на ранозаживляющие свойства куркумина. А совсем недавно ФДА постановила вообще запретить использование куркумина в составе натуропатических препаратов. На протяжении тысячелетий древние лекари только что не молились на куркуму, считая ее панацеей от множества болезней. Но почему современная медицина, несмотря на результаты исследований, не торопится признавать ее лекарственным средством? Ждем ваших комментариев по этому поводу. В этом видео разберемся, почему вокруг этой пряности столько споров и даже запретов на исследование ее свойств. В конце видео мы расскажем секрет, как увеличить пользу куркумы в десятки раз, а также рецепт золотого молока. Ставьте большой палец вверх, если считаете тему полезной и приятного просмотра. Осознание. Многочисленные исследования показали, что куркума не только мощный природный антибиотик широкого спектра действия, но и средство для лечения самых тяжелых недугов от рака, диабета и туберкулеза до иммунодефицита и болезни Альцгеймера. И заметьте, это все выводы официальных научных учреждений. Уникальные свойства этого чуда природы подтверждены примерно 8000 исследований, как и то, что обусловлены они прежде всего веществом под названием куркумин, которое содержится в этой пряности в рекордных количествах. На самом деле, у противников куркумы есть один, казалось бы, неубиваемый аргумент. Куркумин обладает очень низкой биодоступностью. Примерно 1%. И это действительно так. То есть, если в организм попало 100 мг куркумина, из них усвоится всего 1. Это мало, ничтожно мало. А как же все многочисленные исследования? А они, по большей части, оказывается, проводились в пробирке. А клинических исследований якобы проводилось очень мало. Огромный опыт аюрведических клиник в расчет, конечно, не берется. Вероятно, потому, что аюрведа считается лженаукой. Правда, в аптеках продаются дорогостоящие БАДы, в которых куркумин почему-то работает. Загадка. На самом деле все очень просто. Повысить биодоступность оказывается достаточно легко, причем при помощи средств, которые у каждого дома, что называется, под рукой. Как и обещали, мы расскажем об этом в конце ролика, а также о том, как отличить настоящую куркуму от подделки. Всем этим способом не 100 лет. Не стоит также забывать, что ведическая традиция предков отличалась комплексным подходом и охватывала все сферы жизни, от здоровья до личностного роста. И в этом плане куркуму рассматривали прежде всего как средство, помогающее очистить не только тело, но и сознание. Первое. Онкология. Куркумин, которого очень много в составе этого целебного корня, действительно обладает противоопухолевыми свойствами. Известный американский онколог Джонс Хопкинс из университета Мэриленд утверждает, что куркумин эффективен в лечении рака, в том числе и за счет снижения воспалительных процессов. При этом он не оказывает вредных побочных эффектов. Доктор Сарасвати Сухумари, который изучает куркуму многие годы, тоже считает, что куркума не только снижает боли и ускоряет заживление ран, но и является хорошим средством от рака. Мы собрали около 300 статей, которые подтверждают противораковые свойства куркумы, утверждает ученый. По данным Центра исследований раковых заболеваний Техасского университета, у куркумина есть уникальное свойство проникать в раковые клетки, изменять в них структуру ДНК, разрушая их. В отличие от синтетических лекарств, куркумин не оказывает разрушительного действия на соседние здоровые клетки. И несмотря на то, что наша официальная медицина не признает этот метод, все же проконсультируйтесь со специалистом, если решитесь попробовать. Второе. Болезнь Альцгеймера – нарушение функции мозга. Еще совсем недавно считалось, что примерно после 13 лет у человека не образуются новые нейронные связи. Отсюда знаменитые «нервные клетки не восстанавливаются». Но оказалось, что это не так. Ученые установили, что один из гормонов роста, нейротрофический фактор мозга, обладает уникальным действием. Он стимулирует образование новых нервных клеток. Оказалось, что куркумин существенно повышает этот фактор. С недостатком этого гормона связана не только болезнь Альцгеймера, но и депрессивные состояния. Доказано, что куркума улучшает память, внимание, когнитивные способности. Кроме того, она улучшает снабжение мозга кровью. Третье. Инфекции, воспаление, патогенная микрофлора. У куркумина есть удивительная способность. Он встраивается в мембраны клеток, укрепляя их и делая более устойчивыми к инфекциям.
Это свойство подтверждено исследованиями Мичиганского университета при помощи ядерно-магнитной резонансной спектроскопии. Фактически молекулы куркумина выстраиваются вдоль мембраны и с наружной, и с внутренней стороны, и как бы штопают ее. Вот почему куркума – великолепное противовоспалительное и ранозаживляющее средство. Современная наука считает, что воспаление способствует любому заболеванию. Кроме того, куркумин и другие активные компоненты куркумы помогают справляться с патогенами, с повреждениями клетки, проявляет мощное противогрибковое действие, устраняет гнилостную микрофлору, но при этом щадит и поддерживает здоровую. Как отличный антибиотик широкого спектра обладает противовирусным действием, подавляет рост стафилококков кишечной палочки, эффективен при пневмонии и туберкулезе, укрепляет иммунитет, активируя Т и Б лимфоциты. На тему укрепления иммунитета на нашем канале масса роликов, ссылки будут в описании. 4. Сердечно-сосудистые болезни. Куркума уменьшает риск возникновения сердечных болезней. За последние 50 лет в ходе многочисленных медицинских исследований выяснилось, что куркумин снижает уровень холестерина в крови, разжижает кровь, то есть помогает избежать склеивания тромбоцитов, снижает риск тромбоза и инфаркта. Кроме того, он повышает эластичность кровеносных сосудов, улучшает эндотелий. Это как раз тот слой, где образуются холестериновые бляшки, снижает артериальное давление. Если это одна из причин смертности в России, от которой умирает около 1 миллиона людей в год, то почему о куркуме не кричат с телеэкранов, как, например, про вакцины от вируса, о котором нельзя говорить на YouTube? 5. Лишний вес, ожирение, диабет. Ежедневный прием куркумы дважды в день по пол чайной ложки способствует постепенному снижению веса. Дело в том, что куркумин увеличивает чувствительность к лептину, гормону сытости, то есть у человека не возникает ложного ощущения голода. Кроме того, при приеме куркумы растет уровень адипонектина, который отвечает за повышение чувствительности к инсулину, а следовательно за нормализацию уровня сахара в крови и сжигание жировых клеток. Улучшается работа бета-клеток, которые производят инсулин в поджелудочной железе. Именно по этой причине куркума – отличная профилактика диабета 2 типа. Конечно, это лишь малая часть свойств куркумы. На протяжении тысячелетий ею лечили больные суставы, открытые раны, устраняли головные боли, спасали от отравлений, использовали как мощное желчегонное и гепатопротектор. Куркума помогает даже при тяжелых гепатитах и циррозе печени. А если ее принимать достаточно долго, риск возникновения камней в желчных протоках сводится к минимуму. Большинство этих свойств обеспечивает активный ингредиент куркумы, тот самый волшебный куркумин. Этот антиоксидант относится к семейству куркуминоидов, полифенольных соединений ярко-желтой окраски. Помимо этого, куркума содержит большое разнообразие макро-микроэлементов, витаминов и прочих ценных для организма веществ. В ее состав входят микроэлементы железо, фосфор, кальций, йод, витамины В, В1, В2, В3, К, ценные эфирные масла. Но напомним, практически все эти чудесные свойства куркумы не работают из-за плохой биодоступности. Куркумин медленно всасывается в кровоток и довольно быстро разрушается. То есть просто добавить в чай щепотку куркумы недостаточно. А теперь простые способы повысить эту самую биодоступность. При добавлении масел куркумин усваивается в 7 раз лучше. При добавлении лецитина в 10 раз. Черный перец в 20 раз увеличивает биодоступность. Вот почему в популярной специи карри куркума смешана с различными видами перца. А сочетание пеперина, содержавшегося в перце, с маслом кхи или оливковым маслом, делает прием куркумы еще эффективнее. Теперь дело только за тем, чтобы не ошибиться с выбором куркумы. Корень перепутать сложно из-за ярко-желтой окраски. Недаром его на протяжении веков использовали в качестве красителя. Качество порошка проверить тоже просто. Натуральная куркума очень плохо растворяется даже в теплой воде. Насыпьте порошок на поверхность воды в прозрачный стакан. Натуральная куркума осядет на дно стакана, лишь слегка окрасив воду. Подделка растворится, окрашивая воду в ярко-желтый цвет. А в заключение рецепт золотого молока, которым с огромной пользой для здоровья пользовались люди на протяжении столетий. Сначала делаем пасту. 2 столовые ложки куркумы насыпаем в небольшую емкость, добавляем стакан воды, медленно помешивая на маленьком огне, примерно 7 минут. Охлаждаем, добавляем 70 мл оливкового масла или растопленного масла кхи и 1 чайную ложку черного перца. Пасту храним в холодильнике. Стакан молока греем, при закипании добавляем 1 чайную ложку пасты. Пить молоко нужно теплым, утром или на ночь. Начинать рекомендуется с четверти чайной ложки пасты.
Такой напиток в разы повышает эффективность и биодоступность куркумина. Куркуму используют в кулинарии и косметологии, учитывая ее мощные омолаживающие свойства. В этом случае противопоказаний нет. Но в качестве лечебного средства куркуму не используют при плохой свертываемости крови, при беременности и при желчекаменной болезни. Последнее можно делать только под контролем специалиста.